и видите ли, мы вдруг стали представлять угрозу безопасности. Это как бы основной тезис, который вот скрывается за, ну не скрывается, а открыто даже выдвигается для продвижения этого закона. Но я хотел бы сказать, что на самом деле этот закон никак не решает проблему безопасности. Да? Потому что, ну, что это значит? Это значит, что неправительственный сектор, гражданское общество назвали угрозой общественной, государственной безопасности, раз такой закон принимается. Но а где доказательства? Доказательства у нас якобы звучат вот с экранов телевизора. Да? У нас есть там ряд выступлений высших должностных лиц, но, к сожалению, дальше каких-то общих заявлений, таких вот с размахом на геополитику, это ограничивается. То есть нету конкретных фактов, нету конкретных названных людей. Я понимаю, что сейчас есть попытки тоже действительно найти таких виновных. Вы знаете, что хотя вот в этой сфере безопасности это на самом деле очень сложно сделать, потому что каким путем пошла власть сейчас? Счета всех наших организаций тайно, не открыто, тайно проверяются. Тайно проверяются органами, которые занимаются экономическими преступлениями, вдумайтесь. Потом проверяются личные счета, опять же тайно проверяются личные счета, что вообще запрещено. То есть органы экономической безопасности, там, в частности, Управление по экономическим преступлениям и противодействию коррупции МВД этим занимается. И нам поступает такая информация от неравнодушных людей. То есть всячески пытаются создать вот этот вот образ. То есть я понимаю, что это вот определенная политическая игра, что мы, например, гражданское общество выбраны в качестве козла отпущения, чтобы, может быть, на фоне определенных политических проблем вот сдвинуть фокус именно на нас. И это не первый раз на самом деле происходит. Потому что как иначе объяснить то, что с нами не хотят вступить в диалог по поводу наших же прав? Да? Ну, не хотят вступать, с нами ведут какую-то заочную дискуссию. И мы недавно подсчитали, сколько материалов выпускает, посвященных гражданскому обществу и международным организациям, нашим партнерам, медиацентр МИД. То есть это просто автоматом каким-то. И ему вторят различные анонимные ресурсы. Это просто дошло до безумия, когда они практически друг у друга, то есть их практически друг от друга отличить нельзя. Да? Только там больше оскорблений в анонимных каналах, а здесь как-то они еще пытаются грозить пальчиком. Вы понимаете как? И вот все эти разговоры вокруг закона, его необходимости, контроля. Вот если вы хотите контролировать, давайте мы поговорим о контроле. Кстати, мы вот практически той же самой группой пошли год или полтора года назад к министру юстиции. Министр юстиции фактически не стал с нами вступать в какую-то серьезную дискуссию. То есть он мог бы, например, какие-то, я не знаю, провести расширенное заседание этой рабочей группы, которая занималась этим законопроектом, попытаться услышать наши рекомендации. Нет, совершенно такого, хотя, например, я был членом рабочей группы, я, возможно, да, в их понимании иноагент, был членом рабочей группы по подготовке законопроекта об образовании. То есть сюда меня допустили, а вот в том, что касается лично нас каждого, да, представителя гражданского общества, нас не подпускают. Это подход такой, это подход, и потому что невозможно, в целом закон неприемлемый. То есть если вы хотите контролировать, а при чем здесь ограничение политических прав? Давайте конкретно решать вопрос контроля. Почему к этому привязывают ограничения политических прав? Мы смотрели даже эти ограничения. Эти ограничения, в принципе, какие-то из них касаются там финансирования избирательных кампаний. Это нормально. Давайте оставим это в законе о выборах, как и прописано. Это нормально, чтобы иностранные источники не финансировали выборы. Мы обеими руками. Это вопрос, который касается избирательного законодательства. Финансирование партий то же самое. Есть закон о политических партиях. Давайте, если там нет этих ограничений, они там есть, давайте усилим их там. То есть мы фактически, все эти положения, они лишаются смысла. И так по каждому, но я предполагаю одно, что главная цель — это ограничить политическую
дискуссию. Я считаю, что эта инициатива, она не единственная, она в ряду подобных инициатив. У нас, естественно, мы уже видим инициативу, связанную с клеветой, появится инициатива, связанная с оскорблением. Что появится в дальнейшем, мы не знаем, и к какому еще закручиванию гаек мы придем. Поэтому категорически против. Это неприемлемый закон, это закон антиконституционный. И мы подготовим с коллегами самый такой подробный, хотя нас уже не признают, вы знаете, нас называют то ли самозванными, то ли самоназванными экспертами, люди, которые вообще недавно появились в Абхазии, и они уже как бы себе поле расчищают. Те же самые люди 5 лет назад, вот здесь вижу заставку, считали, что вы сами. Вообще интересно было бы услышать, то, как оценивает, как говорит о правах и свободах президент во время своей предвыборной кампании. Можно вообще как-то включить? Мы специально подготовили это, чтобы... Это вопрос о том, понимают они или нет. Государство, на ваш взгляд, неправительственный сектор у нас представлен достойными людьми. Это люди, которые были что-то использованы национально-свободным движением. Это люди, которые защищали Абхазию в период войны. Это люди, которые представляли интересы Абхазии в послевоенное время. В их среде сформировалось очень серьезное экспертное сообщество. Я намерен взаимодействовать и сотрудничать с ними. У них, у наших друзей в экспертном сообществе собственное мнение, собственное видение. В плане ведения диалога, может быть, это не всегда удобно, но в плане получения исходного результата это очень правильно. Какой вы представляете?